Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мои видео, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон! Сегодня у нас отсыпочка на такую тему. Новости мега важные, о чем спешит вам рассказать Песок. Загадайте, пожалуйста, на свои мега важные новости и доверьтесь судьбе. Все остальное сделает Песочек. Мои хорошие, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а новостей-то много. Смотрите, 2 сердечка. Еще одно маленькое. Что такое? Месяц, клевер. Ну что за красота? Не отсыпка, а чудо. Ох, ну давайте начнем с этого клевера. Вы видите, да, какой шикарный нам вышел клевер. С правой стороны. Прям вам в руки идет. По клеверу отыгрываются прекрасные события. Вы все разные. Понятно, что у каждого будет по-своему, но поверьте, это будет умопомрачительно. У кого-то удача, везение, подарки, любовь, счастье в доме. Знаете, ваше такое прекрасное цветущее самочувствие. Вот он, клевер, прям у вас в руках. И вот он, смотрите, на пороге, на пороге. Ребят, кому прям совсем плохо, вы в таком дурном состоянии, настроении зашли на YouTube, увидели мое видео, включили его. Это знак для вас. Небеса посылают вам клевер. Буквально здесь со дня на день ситуация резко поменяется в лучшую сторону. Хватит печалиться, хватит тосковать, хватит грустить. Клевер идет к вам прямо в руки. Прекрасно, замечательно. Смело планируйте важные встречи, смело идите на всякие сделки, договора, может быть, поиск работы, с кем-то договориться, обговорить, что-то получить, заработать. Все будет получаться. Все, да? Клевером это просто гарантирует. Дальше у вас полумесяц. Очень сильный сакральный знак. Полумесяц отвечает у нас за интуицию, за то, что она пробуждается, за то, что она с нами общается, за знаки, за сигналы, которые нам посылают свыше. Обращайте внимание на свои сны, обращайте внимание на всякого рода повторяющиеся моменты, события, цифры, буквы, имена, да, там, новости, которые вы можете слышать от разных людей в какой-то короткий промежуток времени. Это все вам идут подсказки. Подсказки с тонкого мира. Это не чудеса, это не какое-то стечение обстоятельств, это именно подсказочки для вас. Опять же, видите, полумесяц, во-первых, он развернут в вашу сторону, да, и по вашей правой стороне идет. То есть это очень полезно и ценно будет для вас. Дальше, в самом низу у нас вышла подушечка. Подушечка и ключ. Видите, вот он ключик. Четко так его видно. Это хорошие знаки. Это знаки того, что в вашем доме и в вашем пространстве будет тихо, спокойно, уютно. Знаете, добро будет в вашем доме. Добро. Кстати, по подушкам очень часто проходят обновочки для дома. То ли вы сами сможете себе приобрести, да, что-нибудь такое красивенькое, эстетичное, присмотреть, может быть, даже полезное, там функции побольше, да, пополезней. Может быть, кто-то принесет в ваш дом. Но это замечательно, прям по центру идет. Это прям самое скорое событие. Но опять же, ключик. Ключик у нас немножко с уклоном влево вышел. По ключику проходят и собственный дом, да, и собственное пространство, новое, арендуемое, имеющееся. И также тайны и секреты. Тайные секреты, которые просто вот прекращают существовать. Да? Вы получаете ключ от
тайн, от секретов, от того, что от вас скрыто. Не будет больше ни тайн, ни загадок. Вы все сможете раскрыть, разгадать, узнать, да, всю нужную полезную информацию обо всех получить. Замечательный знак, и прям для вас он тоже идет. Так, сердечки. Сердечки. Тут одно сердечко прям настоящее и правильно лежит, а второе немножко деформированное и в горизонт у нас вышло. Сдается мне, что есть у вас поклонник, либо человек, с кем у вас была любовь, либо есть любовь. Опять же, вы все разные. Сердце было неправильное, сердце было деформированное. То есть, возможно, человек скрывал от вас свою любовь, возможно, не проявлял свою любовь, либо проявлял каким-то странным для вас неприятным образом. Знаете, как ругаться с вами мог как-то донимать вас, да, какими-то проблемами. Смотрите, сердце как выздоравливает, человек раскрывается перед вами, да, признается в своих чувствах. Человек начинает вас любить правильной любовью, да, нежной, ласковой, дарящей, дающей, ласкающей. Да. Вот очень часто бывает в семье люди друг друга любят, но при этом постоянно скандалят, ругаются, друг друга в чем-то обвиняют, не могут найти общий язык. Бывают такие ситуации, когда вот есть поклонник, да, и любовь свою он не может выразить. И ходит, знаете, вроде как по голове валенком ударенный. Вы не поймете, что такое. То ли я ему не нравлюсь, то ли неприятно, что он так от меня бежит, прячется. А вот любит и сказать не может. Но, слава Богу, у нас, видите, сердечко в правильную форму-то стало. И это очень хороший знак. С левой стороны очень неожиданно для вас это произойдет. Либо кто-то перед вами откроется, либо, знаете, как все ваши эти проблемы семейного характера, либо любовного характера просто в один момент рассосутся. И будет любовь, и будет счастье, будет нежность, забота. Так, дальше, мои хорошие. Вот опять же по левой стороне, как раз вот над этим правильным сердечком. Смотрите, образ мужчины и образ прекрасной женщины с шикарной фигурой, с шикарными формами. Смотрите, он женщину, мужчина женщину, да, так за плечи аккуратненько берет и куда-то ее сопровождает, либо вместе с ней идет. Мои хорошенькие, у кого-то 100% будет свидание. Причем свидание, я не знаю, царь свидания, очень романтичное, очень потрясающее и очень откровенное, когда люди не выдают себя за тех, кем не являются, когда говорят чисто, прямо в глаза. Свидание, от которого вы получите какое-то истинное удовольствие. Прям очень приятно вам будет. И мужчина прям постарается, умничка, молодец. Вот все так мужчины себя вели на свидании. Кстати, у кого-то из девочек даже отыграется, что помощь мужчины, именно помощь для вас. Знаете, сопроводить, отвезти, подвезти, что-то для вас сделать. И так может тоже отыграться. Но мне больше, конечно, идет про любовь. Не зря же вы на сердце стоите. Любовь, романтика. Девчонки, может быть, вы в браке, может быть, 30 лет вместе живете. Уже как интерес друг к другу потеряли. А вот возьмет ваш муж, да, как поухаживает за вами, как прижмет к себе, да, и вспыхнут страсти, и вспыхнут былые чувства. Все у вас замечательно. Так, и еще. Ребят, кто оказался волей судьбы в треугольнике? В треугольнике. Смотрите, мужчина делает свой выбор. Мужчина здесь, не то чтобы точку ставит, скорее он отсекает какую-то женщину. Он отсекает. Одну отсекает, другую к себе прижимает. Очень резко. Как говорится, ничего не предвещает. Это будет его решение. И для вас, и для той другой женщины это как гром среди ясного неба. Одна, значит, будет повержена, а другая как превознесется. Что есть, то есть, девчонки. Вас он любит, вас он выбирает, с вами он хочет быть. Вы его женщина, а он ваш мужчина. Так, еще с правой стороны. С правой стороны у нас очень четко показана картинка какой-то собачки, которая вам принесла большую-большую, то ли косточку, то ли палочку, что-то принесла. Собачки это у нас всегда друзья. Друзья, либо родственники. Родственники, с которыми мы дружим. Да? Бывают же ситуации, когда люди вроде как и родственники, но общения между ними нет. Либо общение чисто формальное.
Но вот нет дружбы, нет близости. А у вас, видите, как собачка вам что-то приносит. Причем большое приносит. Вы ее, может быть, попросили, а может быть и не просили. Но прям принесет. Такая, смотрите, как бодренькая. Очень вы дороги этой собачке. Очень вы дороги этому другу. И настоящий преданный друг тут вышел, который, знаете, и в огонь, и в воду, и не оставит, не предаст, не отвернется. И всегда у этого человека на вас есть и время, и интерес. Что-то вам принесет. Ценное, важное, полезное, либо просто приятное. Ну вот точно принесет. И вы этому, конечно же, обрадуетесь. Кстати, у кого-то отыграется ситуация, когда вы и ваш друг, подруга вместе очень шикарно проведете время. Куда-то пойдете, как завеетесь, как нагуляетесь. Хороший момент. Так, еще у меня здесь взрослая женщина вышла. Взрослая женщина, которая, она думает о вас, она переживает о вас, она что-то даже делать может для вас, но за вашей спиной. Я понимаю, что многие этого не принимают, как разница поколений, да, разница взглядов идет. Смотрите, прям старается, она для вас старается. Вы ее сердечко, вы ее жизнь. Мне вообще идет как мамочка. Может быть, это старшая сестра, может быть, это и подруга, да, подруга, которая, вот такая заботливая квочка, да, извините за слово, но она всегда пытается вас под крылышко к себе туда забрать, чтобы защитить, оградить от каких-то неприятностей. Смотрите, какие-то недопонимания были, либо какая-то напряженочка у вас существовала. Она очень постарается, эта женщина, чтобы сгладить этот конфликт, чтобы вы на нее не обижались, не злились, да, чтобы все было между вами замечательно. Какие-то действия с ее стороны, которые тронут ваше сердечко. И вы тоже пойдете на сближение. Я вижу здесь восстановление. Восстановление здоровых, прекрасных отношений между друг другом. Так, здесь у вас какая-то огромная дверь. Она большая, и она какой-то странной формы. Вообще она мне очень похожа на дорогую, богатую дверь. Знаете, вот бывают такие двери, там резные, со всякими такими штуками. Дорого-богато идет, да, дорого-богато. Вы ранее не ходили в такие двери, либо такие двери всегда для вас были закрыты. А здесь, смотрите, шанс вам выпадет, шанс, возможность, либо приглашение, да, зайти в эту дверь. У вас такое двоякое ощущение, может быть, с одной стороны, да, я всегда хотела, я мечтала, а с другой стороны, будет как-то боязно, да, вот, а в чем я туда пойду, а как на меня посмотрят, а как ко мне отнесутся, мое ли это место. Значит, девочки, мужчины, давайте договоримся так, если зовут, идите, и если перед вами эта дверь открывается, не медлите, не знаю, хотите с прыжка туда впрыгивайте в эту дверь, вы должны туда попасть. Вас там кто-то ждет, кто-то очень важный, серьезный и очень порядочно ответственный человек. Мужчина, женщина, к сожалению, не скажу, это общая отсыпка, но то, что человек вас там ждет, либо человек как посланник, да, на ваши просьбы, на ваши какие-то проблемы, решение, вернее, ваших проблем, это точно. Идите, идите. Неважно, не думайте, о дурном не думайте, думайте о хорошем, идите. Так, еще здесь у меня змея, которая кушает сама себя. Обычно в классике это кольцо, но у вас это не кольцо, а какой-то, это даже не прямоугольник. Что-то прямо она не только кушает себя, но еще какая-то поломанная у вас вышла. Змея, голова и отдельно хвост. Что-то с этой змеей случилось. И случилось что-то, видно, нехорошее. И с вашим недоброжелателем, с вашим врагом именно сейчас, именно в этот период времени происходят какие-то серьезные неприятности, серьезные беды. От этих неприятностей, от этих бед ваш враг, ваш недоброжелатель больше никогда не оправится. Не будет прежним. Не хватит ни сил, ни возможностей, и травмы, которые получает этот человек, травмы в переносном смысле, да, удары там, судьбы, их невозможно излечить. Здесь прям, змея поломанная, понимаете, поломалась, сама себя ест.
достаточно серьезная ситуация. Вы еще об этом не знаете, но вам еще предстоит об этом узнать. И я даже больше скажу, у кого-то из вас очень доброе сердце. И когда вы об этом узнаете, у вас даже будет порыв помочь, поддержать. Это очень благородно, но лучше воздержитесь и не делайте этого, не делайте. Поверьте, человек настолько вас не любит, я бы даже сказала, ненавидит, что и не примет помощи, еще может нахамить, нагрубить. Зачем вам это надо? Зачем вам это надо? Это логическое завершение цепочки действий, которые совершал этот человек. Ведь не только против вас человек работал, но и против других. Час расплаты пришел. Видите, каждый сам кузнец своего счастья, как говорится, либо несчастья. Так, идем дальше. Смотрите, здесь у вас что-то как начинается, завязывается. Как, знаете, как какой-то узелочек, не знаю, паутиночка. Что-то вы здесь затеяли, задумали. И то ли начинаете воплощать эти задумки, то ли эти задумки ваши уже какой-то конкретный результатик вам приносят. Хоть и небольшой, но при этом очень такой симпатичный и приятный. Смотрите, задумки, мысли, начинания, планы, идеи. Вот действительно результативные. Да? Это успешное, удачное начало чего-то нового, либо уже как какие-то промежуточные, мелкие, симпатичные результаты. Но я вот прям смотрю, вы так стоите, да, смотрите на свои начинания, то, что вы там делали, либо думали, и вы улыбаетесь, и вам приятно, и прям на сердце вам легко. Получается, идеи-то хорошие, мысли-то замечательные, действия-то продуктивные. Хороший очень знак на самом деле. Так, еще какой-то ответ вы получите. Ответ. То ли вы к кому-то обращались, то ли вы кому-то писали, то ли какая-то дилемма у вас была. Я вижу, что получите ответ. Ответ, такой, знаете, плюс-минус. Ни о чем. Давайте говорить честно. Да, ответ ни о чем. Но это всего лишь начало, и вы это будете понимать. Главное, что вам ответили. Может быть, вы вообще не рассчитывали, что вам кто-то ответит. Здесь вышла птичка голая. То есть совершенно голая. Вот у нее клюв, и вот у нее крыло, оно просто без перьев. И тельце, соответственно, без перьев. То есть ответ вы получаете, но это лишь только начало. Да? Все дальше зависит от вас, от ваших усилий, от ваших действий. Так, еще в левом углу здесь у меня женщина сидит, пытается встать. У нее на ногах как какой-то блок, как камни какие-то лежат. И вот стоит образ мужчины, который эти камни с нее снимает. Он ей будет помогать встать. Девушки, женщины, вы все разные. У кого-то отыграется и правду. У вас проблемы, ножки болят, да, какие-то состояния, заболевания, травмы, не дай бог. Да? И вот хороший такой мужчинка, может массажист, может быть доктор, да, который, я забыла, травматолог, может быть доктор, который вот именно специализируется на заболевании нижних конечностей. Вот он вам что-то делает, и вы прям чувствуете облегчение. Это еще не исцеление, но это очень значимое облегчение. Вот после встречи с этим мужчиной, давайте так его назовем, прям вы такая легкость почувствуете в ногах, меньше болеть будет, либо какую-то процедурку он вам сделает, такую хорошенькую, эффективную, но он вам помогает. Он вам помогает разгрузить ваши ножки. Кстати, у кого-то еще отыграться может ситуация, когда вы на своих двоих, как говорится, бегаете, как угорелая, и ноги потом у вас очень сильно гудят и ноют. Да, мужчина может какую-то часть вашей беготни взять на себя, так и скажет: ты вот пойди домой, отдохни, там, поделай свои дела, а я вот за тебя куда-то сбегаю, либо съезжу, да, что-то сделаю. В любом случае, женщину разгружают груз. Да, камни с ее ног снимают и помогают ей встать, потому что ножки очень сильно болят. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.